Здравствуйте, время новостей, в студии Луиза Хатуева, и сегодня в эфире. Новый медицинский центр появится в Грозном. Планируется приглашение специалистов по каждому направлению. Здесь будут представлены не только взрослая медицина, педиатрия. На объекте побывал Рамзан Кадыров. Есть только миг между прошлым и будущим. Это великий художник. Он сделал невероятное. Я потрясен. Я просто потрясен. В Национальном музее прошла выставка фотожурналиста Саид Хусейна Царнаева. Пришел, увидел, спас. Спасатели соревнуются в быстрой ликвидации последствий ДТП. Десять лет экономического роста, социального развития, духовного подъема. 15 февраля 2007 года Рамзан Кадыров был назначен исполняющим обязанности президента Чечни. С тех пор в регионе изменилось многое. В первую очередь он стал самым безопасным в стране, а благосостояние населения значительно повысилось. Слово Исмине Гацаевой. 10 лет назад, 15 февраля 2007 года, Рамзан Кадыров был назначен исполняющим обязанности президента Чеченской Республики. Спустя 2 месяца он занимает пост главы Чечни. Как за это время изменилась жизнь в регионе? На этот вопрос можно получить ответ, просто выйдя на улицы городов и сел. Это кропотливый, неустанный труд в круглосуточном режиме. Темп, заданный Кадыровым, будучи премьер-министром, с годами только набирает обороты. В течение 10 лет в Чеченской Республике произошли события, которые в обычной жизни, в обычной ситуации, в другом регионе невозможно было бы вклинить даже в столетие, в 50 лет, 150 лет. Потому что за столь короткий срок, такие изменения в сознании людей, изменения в социально-экономическом развитии, в сплочении общества никогда в мире, в истории человечества не происходили и происходить не могут. Рамзан Ахматович, ему верят люди, ему верят бизнесмены, ему верят, иностранные инвесторы. И видя искренность его побуждений, видя искренность его стремления превратить Чеченскую Республику в цветущий край, сделать наше общество самым счастливым, стабильным в мире, вот эти силы они и вкладывают охотно деньги в Чеченскую Республику. Чечня на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции по основным социально-экономическим показателям. Так увеличились собственные доходы республики. Если в 2006 году они составляли 3 миллиарда 700 миллионов, то в 2016 – 15,5 миллиарда. Население Чечни выросло почти на 20%. В республике самая высокая по России доля детей – более 34%. С 2010 года уровень доходов населения вырос на 177%. Совсем недавно, это было несколько лет назад, мы смотрели на площадь Минутки. Минутка вся разбитая, раздолбанная. Я летал, помню, на вертолете над Грозным. Глаз некуда было положить. Ставился вопрос о том, что перенести столицу республики в другое место. Считали, восстановить невозможно. Сейчас это процветающий город. Однако самое главное достижение Кадырова – это превращение Чечни из бандитского логова в самый безопасный субъект страны. По данным Генпрокуратуры, в регионе регистрируется более 3000 преступлений. Меньше только в 7 малонаселенных регионах России. Республика занимает 78-е место по уровню криминогенности. С того момента, как во главе нашего региона стал Рамзан Ахматович Кадыров, произошло очень много позитивных изменений. Это и в сфере образования, в сфере науки, в сфере спорта, то есть поддержка молодежи всячески осуществляется, создаются все условия, и учебные заведения есть, и медицина на высшем уровне, то есть это, честно говоря, даже слов не хватает описать вот эту позитивную динамику, которая произошла в нашем регионе. Я даже не представлял, чтобы республика из таких руин восстала бы, так как феникс из пепла, это невообразимо. Изменилось очень много, я вот сейчас иду, любую смотрю, там здание выросло. Я сейчас думаю, там вырос, это за 2 месяца, за 3 месяца. Я даже не заметил, там 3-4 здания выросли вообще. Но это такое, самое главное, как я верующий человек, как имеющий отношение к религии, я замечаю мечети, добротные такие мечети, которые можно завидовать в любой мусульманской стране. Выделяют, строят этим обезделенным людям целые
деревни, это очень большое дело. И спасибо ему, и в первую очередь, что заботится о народе. Мне нравится то, что любые явления, которые касаются нашего народа, он все это воспринимает как лично свое, вмешивается, даже такие вот, казалось бы, мелочные вопросы, вмешивается, но это болеет за нацию, за народ. Это меня радует. Я думаю, и дальше тоже, иншаллах, и он будет предан своему народу, народ будет предан ему, и по воле Аллаха, мы еще достигнем еще больших результатов, чтобы мир завидовал нам. Безопасность, социальный блок, экономика, привлечение инвестиций, строительство, как частное, так и административное, развитие культуры и спорта, пристальное внимание религии, работа над созданием нового имиджа республики, как региона с большим туристическим потенциалом. Во главе всей этой огромной работы один человек – Рамзан Кадыров. У него своеобразная манера руководить, главная особенность которой заключается в личном участии во всем, что происходит в регионе, будь то спецоперация по нейтрализации бандгрупп или народные гуляния в честь праздников. Кадыров всегда в самом центре события, напрямую с каждым подчиненным. Вся республика изменилась, все к лучшему изменилось, город изменился, новый построился, жизнь изменилась. Масана, Гоюшан, Мокшбочан, Дола, Додерес, Главана. Что меня больше всего радует, это то, что статус Чечни в глазах сообщества не только российского, но и мирового значительно повысился. О нас говорят, за нами наблюдают, интересуются нашей жизнью. Это меня на самом деле радует, как молодого человека, как патриота в первую очередь. Условия очень хорошие и для бизнеса, для тех, кто хочет заниматься бизнесом, кто хочет работать, заниматься спортом. В любой сфере есть возможности. В плане образования много чего изменилось. Любой молодой человек, который хочет развиваться и обучаться чему-то новому, может получать такую возможность. Все изменилось, все красиво, все хорошо. Больницы, сады, мечети, чего только нету, все есть, все хорошо. Образованию, спорту, самое главное спорту, так республика туина развитию шадик дигникалах далмова. Кадыров – один из самых активных пользователей соцсетей. Его аккаунт в Instagram – это площадка для дискуссий, общественных проблем и благотворительности. Нередко на странице выкладываются заявления политического характера. У главы Чечни сейчас более 2,5 миллионов подписчиков и уступает по этому показателю только председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Ясмина Гацаева, Тимур Хайдаров. Новости. В Грозном строится новый медицинский центр. Он будет отвечать всем требованиям современности. Услуги будут оказываться по всем направлениям. А новейшее оборудование позволит точно диагностировать заболевания. На объекте побывал и Рамзан Кадыров. Суперсовременный медицинский центр, который будет соответствовать всем мировым стандартам. Совсем скоро такой появится в самом центре Грозного. Клиника будет частной, рассказывает Эльхан Сулейманов. Однако строительство и оснащение происходит в сотрудничестве с региональным Минздравом. В планах пригласить ведущих специалистов практически по всем направлениям. Рамзан Кадыров подчеркивает, что к организации работы этого центра нужно подходить с максимальной ответственностью, тем более, если речь идет о медицинской клинике. Однако, кроме качественного уровня, важен и внешний облик здания, так как оно расположено в центре города. 27 квартир. Да. 27 квартир. А наверху там будет зал для консультации, проведения консультаций с клиниками, партнерами в Европе. Сейчас полностью заниматься будет здесь, вы передали в аренду, и будет заниматься европейцы, да, уровень. Европейцы будут заниматься, да. Здесь все частная клиника, медицина, косметология, там спа. Вот все направления будут заниматься. Занимаются несколько наших европейских партнеров. Мы разработали все, что будет в этой клинике, и логистику пациентов, то есть все аспекты работы такого крупного центра медицинского. До деталей отработано. Планируется приглашение специалистов по каждому направлению. Здесь будут представлены не только взрослая медицина, и педиатрия, и детская хирургия. Все на высочайшем технологическом уровне. Здесь будет МРТ и компьютерная томография. Глава республики осмотрел и расположенный рядом эндокринологический диспансер. В здании идет ремонт, однако даже после него условия в помещении не будут соответствовать нормам, говорит Рамзан Кадыров. Сотрудники диспансера перейдут в более современное здание, в первую очередь для того, чтобы создать лучшие условия для пациентов.
Ayak Тышек, просто так дома, кирпичные дома, в конце Старопромысловского, Заводского, Ленинского, там можно строить. А около центра здесь любой объект и самый современный, конечно. Или социальное здание, если голубое здание. И здесь здание, и дом. И это здание, уже дом. Не годен, так сказать. Центр города, совсем путем к Медицинская клиника расположена на площади 9 тысяч квадратных метров. Еще 5 тысяч отведены для 27 жилых квартир, а на верхнем этаже построят консультативный центр для специалистов. Медцентр будет разделен на мужское и женское отделение. Предусмотрена и подземная парковка. Привлечены в качестве партнеров одни из ведущих компаний, которые специализируются на организации медицинских клиник, немецких, итальянских, Generale, Helios Group, Heinemann и ряд других компаний. Значит, планируется организация полноценного диагностического комплекса, где будет возможность обследовать практически все спектры жизнедеятельности организма, все системы, все органы, поставить правильный диагноз или подтвердить, надеюсь, большей частью будем подтверждать здоровье человека, но тем не менее выявить заболевание на ранней стадии и, соответственно, вылечить человека от любого заболевания. Здесь будет организовано, кроме диагностического комплекса, и педиатрия, и неврология, гинекология, маммология, то есть все те направления, которые необходимы для оказания полноценной медицинской помощи пациенту. Будет также организована информационная поддержка, благодаря которому будет создана возможность каждому пациенту иметь доступ к своей медицинской карте, где бы человек ни находился, в любой точке земного шара. То есть будет сервер, на котором будут храниться все данные, все обследования, которые были сделаны не только в этой клинике, но и в любой клинике Чеченской Республики. В клинике будет и полноценный диагностический комплекс, а также централизованная лаборатория, соответствующая европейским стандартам. И все это будет доступно жителям республики уже в начале следующего года. Хамзат Уюбов, Даниил Ховхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Пожарные службы совершенствуют навыки спасения людей. В Грозном прошел финал соревнований по ликвидации последствий ДТП. Поврежденной машиной служил специальный тренажер, а в роли пострадавших – статисты. За происходящим могли наблюдать и студенты. Уровень подготовки экстренной службы оценила и моя коллега Тинатин Мазашвили. Выключить зажигание и обесточить аккумулятор – это первое, что нужно сделать очевидцу ДТП, говорят спасатели. Если транспорту не угрожает пожар, то лучше не трогать пострадавших и дождаться специалистов. Чаще всего, неправильно вытаскивая из машины раненых, им наносят смертельные травмы. Сотрудники МЧС наглядно показали студентам, как правильно вести себя в экстренных ситуациях. Подобный мастер-класс в рамках соревнований проходит впервые, но студенты знают, что от таких ситуаций никто не застрахован. До приезда скорой помощи, чтобы мы оказали первую помощь. В соревнованиях по ликвидации последствий ДТП участвовали практически все подразделения МЧС. В финал же вышли 6 команд. Перед участниками стояла задача максимально быстро извлечь пострадавших из автомобиля. Основной задачей наших подразделений является проведение аварийно-спасательных работ. И наши подразделения по итогам 2016 года выезжали на дорожно-транспортные происшествия на 100%. Все подразделения ФПС обеспечены гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Личный состав обучен. Команде пожарно-спасательной части номер 5 по охране Старопромысловского района понадобилось всего 1 минута 53 секунды, чтобы справиться с заданием. Именно они будут представлять регион на соревнованиях Южного федерального округа. Было очень сложно, команды и соперники были очень хорошо подготовлены. Данный опыт, он передается из года в год, команда меняется. Молодые ребята приходят на службу сигнальной системы МЧС России. Они тоже их подготавливают, они участвуют в соревнованиях. И практически, можно сказать, каждый пожарный спасатель имеет данный опыт.
Также в подразделении прошло обучающее занятие для сотрудников МЧС. Представители госавтоинспекции рассказали о статистике ДТП в 2016 году и призвали соблюдать требования безопасного движения на дороге. Тинатин Музашвили, Расул Арцухаев. Новости. Сплетни и слухи в последнее время стали своего рода социальным инстинктом. Любая утка становится темой бурного обсуждения, приобретая широкие масштабы. И это несмотря на отсутствие каких-либо фактов. Когда-то именно такой вид общения служил единственным источником информации. Однако с развитием технологий слухи получили второе дыхание. Теперь ложные рассылки – одно из популярных увлечений. С чем это связано и как с этим бороться, разбирался Рамзан Керимов. Этот призыв о помощи появился в социальных сетях не так давно. Пользователь Инстаграм обращается к главе республики с просьбой оказать поддержку Малику Альдарханову. 13-летний мальчик страдает тяжелым заболеванием. Казалось бы, что плохого в этом сообщении? Сердобольные люди просто хотят помочь. Однако часто эти обращения не имеют под собой никаких оснований, ведь помощь оказывается в полном объеме, как и в этом случае. В Инстаграме появляется рассылка о том, что нужна помощь, что ребенку ничего не делается. И в то время как через день он уже по линии фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова планировался к транспортировке и к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в одной из лучших клиник Москвы. Финансовая подоплека – главный мотив таких обращений, уверен Эльхан Сулейманов. Но проблема в другом. Расследование таких сообщений отнимает время специалистов, и те, кто реально нуждаются в помощи, порой могут получить ее несвоевременно, рассказывает министр. Анализируя эти обращения, оказывается, что медицинская помощь оказывается в полном объеме. Основная цель – это улучшение жилищных условий или получение каких-то материальных средств. Реагируя на такие, скажем, ложные обращения не по теме, мы иногда упускаем из виду тех пациентов, которые на самом деле нуждаются в медицинской помощи. У нас был такой случай, когда мы потеряли время на расследование 2 обращений, абсолютно необоснованных обращений. Потеряв времени, мы чуть опоздали с ребенком, который лежал в инфекционной больнице в тяжелом состоянии. А вот этому видеоролику почти 10 лет. На кадрах видно, как военная техника врезалась в рейсовый автобус. В результате трагедии погибли пассажиры. Но в социальных сетях кто-то решил реанимировать прошлое и подать события давно минувших дней как свежую новость. Зачем и кому это нужно, отвечают психологи. Попытка дестабилизировать обстановку. Это внести какую-то нервозность в общество, и таким образом вызвать недовольство у жителей, у общества, да, у граждан вот существующими государственными органами. Люди, которые не уверены в себе, не самодостаточны, и вот таким образом они хотят самоутвердиться. То есть они выбрасывают вот эту ложную информацию и потом наблюдают, как все переживают, суетятся, и вот от этого получают такое какое-то моральное удовлетворение. Слухи в интернете стали уже обыденным делом. Почти каждый день в мессенджерах и социальных сетях происходит вброс недостоверной информации. Тысячи людей, не понимая сути происходящего, делают рассылки, вовлекая в эту паутину лжи все больше людей. И единственный способ это остановить – не доверять каждому сообщению и проверять его достоверность, уверены эксперты. Рамзан Керимов и Ислам Расуев. Новости. Гудеремецкие полицейские помогли жительнице Кабардино-Балкарии вернуть свои деньги у мошенника. 2 года назад житель Гудеремеса обманным путем завладел средствами в размере 300 тысяч рублей у своей знакомой из Нальчика, обещав ей взамен отправить товар. Однако ни денег, ни продукции женщина не получила. Более того, мошенник ответил категорическим отказом. Тогда она решила обратиться к властям республики с просьбой помочь. Рамзан Ахматович сразу отреагировал. Буквально на 6-й, даже 7-й день я получила письмо, находясь у себя дома в Нальчике, вызвали в Гудермесский районный отдел. Так, ребята сказали, что вас вызвали по делу, по вашему делу, что идет как мошенничество дело. Мне вернули свою сумму полностью, на что я благодарна, очень искренне благодарю Рамзана Ахматовича, главу Чеченской Республики. В памяти воинов-интернационалистов по всей стране отмечается 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Напомню, дата утверждена в память о более чем 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Напомню, из Чечено-Ингушской ССР в ней участвовало свыше 2000 человек. В настоящее время на учете в чеченском отделении Союза ветеранов Афганистана состоят более 1000 человек.
Как мы все знаем, глава нашей республики Рамзан Ахматович уделяется особое внимание вопросам, связанным с воинами-интернационалистами нашей республики. На сегодняшний день в нашей республике их, к сожалению, осталось очень мало. Традиционно мы общаемся с воинами-интернационалистами, у кого какие проблемы, там семейные, бытовые проблемы, кому какая помощь нужна. И по мере возможности мы оказываем каждому обратившемуся необходимую помощь. Далее мероприятие продолжилось за чашкой чая в кондитерской «Париж». Перед собравшимися выступили и звезды чеченской эстрады. Здесь же стало известно, что в скором времени в Чечне появится памятник ветеранам Афганистана. Хотел бы поздравить своих братьев по оружию с этой знаменательной датой, поблагодарить руководство республики за проявляемую заботу и внимание к нашим ветеранам. Хотел бы выразить слова поддержки матерям и родственникам, чьи сыновья не вернулись с Афганистана. И морозы не помеха. В высокогорном Биное продолжается строительство мечети. На данном этапе рабочие подготовили место для будущей застройки. Забиты 44 сваи на глубину 16 метров. Напомним, мечеть возводится на средства регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь одновременно смогут молиться до 1500 человек. Ее архитектура будет напоминать мечеть имени Рамзана Кадырова, которая строится в Шали. Среднеазиатский стиль в сочетании с чеченским национальным орнаментом. У нее будет 4 минарета с высотой до 35 метров, а высота главного купола составит 23 метра. Особое внимание будет уделено и прилегающей территории. Согласно проекту, во дворе мечети появится парковая зона и двухъярусная стоянка. Общая площадь застройки 7000 квадратных метров. Здесь также будет медресе. Основная площадь не схайовая, между Гуандайк. Его подпорный пьяншудо, халага и двухъярусная стоянка. Да, молохош, между деду. Между чисто гона благоустройства и школа объекта лямнышка халаджим халводу, но халдала да мола хендол хаусаду. Открытие мечети с нетерпением ждут и местные жители. اشتغ دقي دين تدولش يدور دوليش حن قيش حح مصو متح اشت إماج اشتولش سنخ أتصل دال خاستن بيش دال اشت هرديك دالي قوين ويديش دون يخر مارشو فرغتو. Есть только миг между прошлым и будущим. Слова их знаменитой песни стали названием персональной выставки фотокорреспондента информационного агентства «Россия сегодня». Национальный музей Саид Хусейн Царнаев выставил свои труды за все годы работы в журналистике, а это больше 20 лет. Экспозицию посетила Марха Ахмадова. Век цифровых технологий дал массу возможностей тем, кто раньше даже и подумать не мог о карьере фотографа. Если раньше шутили, заводы стоят, в стране одни гитаристы, то сейчас их заменили фотографы. Все эти шутки не имеют никакого значения к сегодняшнему нашему герою. Имя фоторепортера Саид Хусейна Царнаева известно не только в Чеченской Республике, но и далеко за ее пределами. Саид Хусейн Царнаев говорит, что пришел в эту профессию совсем неожиданно. А почему и как? На эти вопросы он и сам не знает ответа. В качестве фотокорреспондента Царнаев начал работать в 2004 году. С тех пор многие его работы удостаивались престижных российских и международных премий. Сегодня он представил более 200 лучших работ из 5000 отобранных фотографий. Очень сложно было в плане, что главнее на этой выставке представить. Архив громадный, он состоит из 30 терабайтов. К сожалению, 12 тысяч файлов сгорело в доме печати во время пожара. А из этих 30 терабайтов 70% только отобрано. Нынешняя презентация не просто очередная выставка. Это отчет о его деятельности за весь период работы в журналистике. Отчитываясь перед самим собой, он отчитывается перед своим зрителем, говорит автор. На каждой из этих фотографий запечатлены одни из самых значимых событий, которые происходили не только в Чечне, но и в соседних республиках. Из этой большой экспозиции Саид Хусейн Царнаев выделил один снимок, который за небольшой период времени разлетелся по всему миру и навел интригу. Кто же все-таки автор этой фотографии? Сцена происходила в парке, в сквере Грознефтегаза. Там были туи, маленькие еще, молодые. Я спрятался, когда увидел эту пару, и в какой-то момент я нажал на кнопку, и произошло вот это действие. Он берет из рук в руки, перекладывает этот зонт и протягивает.
И в следующее мгновение девушка берет этот зонт в свои руки, и сцена заканчивается. Здесь есть эксклюзивные, ранее не опубликованные фотографии, снимки Чечни до и после военного периода. По словам посетителей, такие выставки очень важны для того, чтобы сохранить национальную культуру. Пропустить такое событие не могли друзья и коллеги автора. Саид Хусейн Цернаев – это прекрасный художник, это независимый художник, это свободный человек. А мне нравится, вы знаете, вот эта вот картина «Грозный», это 95-й год. Это просто, эта картина, она везде, во всех журналах, газетах. Она у нас у писателей есть эта великая картина, она отображает военный Грозный. Саид Хусейн Цернаев надеется, что эти фотографии навсегда останутся в истории, фиксируя неуловимый миг между прошлым и будущим. Марха Ахмадова, Мансур Саев, Ислам Расуев. Новости. Чем еще запомнился уходящий день в республике, расскажем в рубрике «Экспресс-новости». Росприроднадзор по Чеченской Республике возглавил новый руководитель. Им стал Джамбулат Абдулмуслимов, ранее занимавший должность заместителя Департамента государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. На представлении нового главы ведомства присутствовали начальник Департамента Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу Роман Саркисов, вице-премьер правительства Чечни Хасан Хакимов. Джамбулат Абдулмуслимов пообещал управлять ведомством строго, но справедливо. Выявление стихийных очагов несанкционированных свалок – это она постоянно проводилась в рамках работы Межведомственной комиссии Совета экономической и общественной безопасности. Это у нас в первую очередь независимо от принадлежности объектов, независимости от возложенных полномочий, экология – это наша общая проблема. В Шилковском районе избрали нового главу муниципалитета. Претендентов было 2. Конкурсная комиссия во главе с Абубакаром Тумхаджиевым заслушала их выступление, рекомендовала обоих райсовету. Здесь тайным голосованием главой администрации района избрали Вахида Геремеева. Экстремизму и терроризму нет. Акция под таким названием прошла в Республиканском центре культуры и искусства. В беседе приняли участие писатели, ученые и общественники. Они отметили, что терроризм представляет собой угрозу для каждого человека и государства, и призвали все слои общества объединиться в борьбе с этой серьезной проблемой. Грозненский Терек провел первую тренировку в Италии. Заключительный подготовительный сбор команды к весенней части сезона чемпионата страны начался в местечке Фагани недалеко от Венеции. Здесь же представили новичка клуба Магомеда Аздоева. Футболист сборной России перешел в Терек из Рубина на правах аренды. Первый товарищеский матч грозненцев на третьих сборах состоится в четверг против 12-й команды серии А «Унинезе». В Грозном завершился чемпионат республики по шахматам. Интеллектуальное состязание прошло в 3 категориях – до 11, 13 и 15 лет. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов. Победители получают право выступить на чемпионате России в Сочи. Чеченские спортсмены успешно завершили выступление на чемпионате и первенстве СКФО по кикбоксингу в Махачкале. Триумфаторами стали представители клуба «Ахмат» – Шаман Хумидов, Хамид Пасхаев, Халид Хумидов, Бикхан Евсултанов, Сулейман Касумов, Хасан Халиев и Сахаб Вагапов. Победителями СКФО среди юниоров стали 9 бойцов клуба. Адам Халиев, в свою очередь, стал победителем Кубка мира, который состоялся в Мумбаи. В финале наш спортсмен одолел представителя Украины Диит Рахаба. Победителей на своей странице Instagram поздравил Рамзан Кадыров. На этом все. Об этих и других новостях вы также можете узнать на наших официальных страницах ВКонтакте и в Instagram.